Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. С 15 по 16 марта в Абхазии отмечают очередную годовщину мартовского наступления абхазской армии. Эта операция занимает особое место в истории Отечественной войны нашего народа. 28 лет назад бойцы Гумистинского фронта предприняли масштабное наступление для освобождения Сухума от грузинских оккупантов. 15 марта 1993 года абхазские соединения форсировали реку Гумыста и овладели важными высотами близ Сухума. Мотострелковые подразделения должны были при поддержке с воздуха и моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума. Однако операция, начавшаяся в ночь с 15 на 16 марта, не имела успеха. После кровопролитных боев абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. Бойцы абхазской армии, прошедшие боевой путь от начала до конца, признаются, что мартовская операция по освобождению Сухума была самым тяжелым испытанием. В мартовских боях за столицу Абхазии погибли 222 бойца. Несколько сотен получили ранения. 23 человека пропали без вести. Президент Аслан Бжаня обратился к народу Абхазии в связи с 28-й годовщиной мартовского наступления. 15 марта мы отмечаем одну из самых трагических и в то же время героических дат в истории Отечественной войны народа Абхазии. В ходе мартовской операции защитники Родины проявили чудеса храбрости и героизма. Они нанесли огромный урон противнику в живой силе и технике. Мы преклоняемся перед памятью наших героев, отдавших свои жизни за свободу Абхазии. Наша главная задача – это защитить независимость Абхазии, сделать ее процветающей страной, как мечтали ее увидеть тысячи сыновей и дочерей отчизны, павших за ее свободу. Вечная слава героям, говорится в обращении главы государства. Памяти героев, погибших в ходе наступательной операции по освобождению Сухума 15-16 марта 1993 года и всем воинам, отдавшим свою жизнь за освобождение Апсны, был посвящен мемориальный концерт Государственного камерного оркестра Абхазии, который состоялся в фойе Абхазского драматического театра имени Чанба. В нем приняли участие солисты Абхазской государственной филармонии и гости, солисты оркестров Геликон опера, музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, Академического Большого театра России. Некоторые шедевры мировой классики и романтики исполнены в Абхазии впервые. В программе прозвучали произведения Баха, Шуберта, Родригеса и Бруха. Заседание сессии парламента, начавшееся в пятницу 12 марта, продолжилось в понедельник. Депутаты должны были рассмотреть оставшиеся 4 вопроса повестки дня. Однако приступить к их обсуждению так и не удалось. Следующее заседание пройдет уже с новой повесткой. Обо всем подробно в репортаже Алики Трапш. В начале заседания депутаты минутой молчания почтили память погибших воинов в мартовском наступлении 1993 года. Далее спикер парламента Валерий Кварчи напомнил присутствующим, что сегодняшнее заседание является продолжением сессии, которая проходила в пятницу 12 марта, и парламентариями будут рассмотрены оставшиеся вопросы. Еще до начала рассмотрения повестки дня депутат Гиви Кварчи вновь выступил с предложением принять во втором окончательном чтении законопроект о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами, который уже был рассмотрен и принят в первом чтении в минувшую пятницу. По словам Гиви Кварчи, необходимо провести повторное голосование, так как была нарушена процедура голосования. Так как у нас количественное голосование, статья 80, пункт 3, говорит о том, что количественное голосование представляет собой выбор варианта ответа «за», «против» или «воздержался». Не голосовал, варианта ответа не присутствует. То есть, на мой взгляд, здесь нарушена процедура голосования. На основании 7 пункта статьи 81 регламента Народного собрания, который гласит дословно: если при определении результатов голосования выявляются технические, связанные с работой электронной системы подсчета голосов, или процедурные ошибки, на которые я указал, то по решению парламента должно быть проведено повторное голосование, о чем я и прошу. Предложение Гиви Кварчи вызвало жаркие споры парламентариев. Депутат Гарри Кукая также считает, что процедура голосования была нарушена, и из-за сбоя техники не все голоса депутатов были учтены. Почему мы считаем, что есть нарушение?
Потому что вот один из депутатов, который находился здесь, был зарегистрирован, это Леонид Чамалго. Его в списках нету ни за, ни против, ни воздержавшихся, и те, кто даже не голосовали. И меня там нет. И вы есть, где вы не голосовали. Вы есть. Его нету вообще. Мы просим поставить вопрос на голосование о возможности возврата. О возможности возврата на переголосование вопрос поставьте, давайте проголосуем. Решение парламента это надо делать. Я готов сегодня эту декларацию заполнить за всех своих родственников, кто вписан там по закону. К сожалению, у меня только одна мать, и ее имущество и свое в любом случае. Но на прошлой сессии, коль скоро мы поднимаем вопрос, что произошло, у меня это второй раз. Вот часто бывает, коллеги тоже говорят, пропадает регистрация, карточку подергали и так далее. Но обратите внимание на то, что в период голосования, за несколько минут до этого, я свое отношение к этому вопросу высказал. У нас представитель президента огласила мнение руководства страны по поводу этого предложения. Я попросил учесть, если это возможно, ее мнение и мнение президента для того, чтобы доработать и к следующей сессии все-таки попытаться. Ответ был, что об этом мы уже говорили, противоречий нету и так далее. То есть в данном случае вы можете мой голос считать как воздержавшийся. Если бы я хотел бы проголосовать за этот вопрос, я просто сказал бы, что аппаратура не работает, и я готов проголосовать так. Но коль скоро сегодня вопрос стоит, что по вине аппаратуры мы не досчитались одного голоса, да, правомерен вопрос, можно голосовать, переголосовать, коллективом давайте определять. Депутат Бадалтабагу считает, что нарушений в процедуре голосования не было. И сейчас нужно рассмотреть оставшиеся вопросы, а не вновь голосовать за один и тот же законопроект. Вы что, каждый раз теперь, если что-то не будет проходить? Не каждый раз. Что творите вообще? Что ты придумываешь? Слушайте, что я придумаю? Вы отвечаете за свои слова. Этот вопрос не прошел, и ни в каком регламенте подобного нет. Ты прочти Зачитываю возвращение к вопросам повестки дня заседания. Не нытьем-то катанием, что ли? Каким нытьем, каким катанием, о чем вы говорите? Этот вопрос не прошел. В каком он списке должен быть? Не голосовавших. Это не является техническим нарушением. А как это вы придумываете для того, чтобы переголосовывать. Ищите. Я вам значит, еще раз придумываете? говорю. Очень просто. Ничего не придумываете. Это к регламенту данному отношения не имеет. Имеет. Даже прямое отношение имеет. Депутат Лаша Шуба считает, что особых нарушений, повлиявших на результат голосования в прошлый раз, не было. И обсуждение законопроекта о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами можно перенести на следующее заседание сессии парламента. Вашу точку зрения по поводу регламента, да, и, конечно, я могу сказать, что отчасти она правильная. Этот вопрос вызывает много разговоров в нашем обществе, и в любом случае мы к нему вернемся. Насколько целесообразно его рассматривать именно сегодня, может перенести на следующую сессию. Я, например, по процедурным вопросам сильного нарушения не вижу, искренне говорю. Помимо статей, которые перечислили вы, есть статья 79 по порядку голосования, в котором сказано, если во втором туре не набрал, то снимается с рассмотрения парламентом. Вы говорите, что есть процедурные вопросы, но есть... Гарри Гурамович, просто я на будущее, да, по процедурным вопросам. Есть много вопросов в парламенте, за которые вовсе не голосовали депутаты и не работала техника. В том числе вопрос об амнистии. Но амнистия вступила в силу и работает. Мы можем поднять эти голосования и показать. Другой вопрос, что вы можете сегодня ставить там на голосование, но впредь мы будем максимально внимательно смотреть за тем, как будет проходить это голосование. За перенос обсуждаемого вопроса на следующее заседание сессии парламента высказались и другие депутаты. Такое ощущение, как будто у вас какие-то обязательства перед кем-то. Ну а к чему спешка? Объясните. Я вас прошу. А у нас Гивий Анатольевич. Не надо так. В первом чтении, значит, все прошло, проголосовали, все было хорошо. Потом, значит, появились вопросы и сказали, что в этом плохого, скажите, пожалуйста. А почему, Гарри Анатольевич, вы по первому чтению не выставили голосование? Мне интересно. Да, Гарри Гурамович. Ладно, я вас прошу. Я выставил. Это чисто пиар-компанию не превращаем. Давайте договоримся правильно. Откладываем на следующую сессию.
Кия, давай не будем искажать это, сделаем по-человечески, оно пройдет, и мы все заполним. Понимаешь? Я не ору, что это? А что это? Слушай, ты спектакль устроил. Депутат Дмитрий Гумба также высказал мнение о необходимости рассмотрения данного вопроса на следующем заседании сессии, чтобы не создавать ажиотажа вокруг темы. Зачем надо было список голосовавших выносить в интернет? С какой целью? Я так считаю, что типа дискредитировать вот эти хорошие, которые проголосовали, а которые... Все, ну, дайте договорить. Те, которые не проголосовали, типа плохие. Я голосовал за него. Я голосовал. Но уважаемые коллеги, если мы хотим показать реальную картину, тогда надо было и первое чтение показать людям, как проголосовали, и второе чтение. Я считаю, что любое голосование, которое у нас проходит, оно открытое, поименное. Об этом должны знать все. Я просил бы каждый раз после сессии, чтобы распечатку сюда приносили, и чтобы все, кто хочет, имел возможность смотреть, кто как проголосовал. Не надо, когда кому-то выгодно вытаскивать и пускать в сеть. Это первое, Валерий Ильич. Второе, вы процедурно, вы говорите, я хочу поставить, вы не имеете права ставить этот вопрос на голосование. Не этот вопрос ставить. Нет. Мы утвержденную повестку, за нее мы уже проголосовали, вопрос не прошел. Я не вижу никаких проблем. На следующей сессии мы также поддержим, Георгий Анатольевич. Мы примем это. Не надо вот так будоражить общество. Ничего. Мы примем. Я голосовал, еще раз буду голосовать. Вице-спикер Михаил Сангули отметил, что не готов голосовать за законопроект, который не будет работать. Да и с поправками, предлагаемыми группой депутатов, еще не все ознакомлены. Заявляю всем вам, что я один из тех депутатов, который не голосовал. Я за себя говорю. Я готов, сегодня публично заявляю, примите этот закон, не примите, как он пройдет, пока никто не знает. Я готов сегодня или на этой неделе пойти, сдать декларацию на себя, на свою семью, как пишется в этом законе. Я готов к этому, но не готов принимать такой закон, который мы здесь говорим, группа депутатов, и представитель президента администрации говорит, что в таком виде не будет этот закон работать. И сознательно, зная, что он не будет работать, мы ее будем принимать. Да, это мы законодатели, да? На выходные принесли поправки, положили, вот здесь лежат, ни один депутат еще не видел. Поправки лежат, мы ее хотим принять сегодня, и группа людей хотят продавить ее. По-другому не могу назвать, продавить хотят ее, да? Нахально можно сказать, извините меня. Она лежит вот здесь, вот эти поправки, которые должны быть там в этом законе. Их никто не видел, ни один из депутатов. И вы хотите вот так ее пронести, да, провести? Шангл, Пхащаропа, Хомеб, Пхащагбаштара, Шельшу. Закону, по этому закону потом государство и люди должны работать. Это закон называется, и даже не постановление. Во-первых, для того, чтобы дальше двигаться, у меня должен быть здесь сидеть председатель комитета по правовой политике или его зам. Они должны, как его заключение свое зачитать и предложить свое заключение. И того нету, и второго нету. Нету сессии. Это первое. Второе, кризис в нашем парламенте. Третье, я объявляю закрытым сегодняшнее наше заседание, закрываю. Новое, потом, если будем мы проводить, будут материалы, сформируем новую повестку дня и придем. Если это еще повторится, до этого, если вы меня вспомните хорошо, я призову вас прилюдно к тому, чтобы мы самораспустились. Тогда мы в истории точно останемся, как подвиг сделать. Чтобы вы это знали. Хватит, не доводите нас до этого. Все, сегодняшнее заседание закрыто. Прийти к единому мнению депутатам не удалось. В итоге на нынешнем заседании ни по одному вопросу повестки дня решения принято не было. Аля Катрапша, Алексей Гухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
За прошедшие 2 дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 181 человека. Диагноз COVID-19 подтвержден у 15 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 38 человек, в тяжелом состоянии 8 пациентов. 14 марта в ковид-госпитале скончался пациент 82 лет. Клинический диагноз мужчины – новая коронавирусная инфекция и внебольничная полисегментарная пневмония. У пациента также были сопутствующие хронические заболевания. В Сухумской инфекционной больнице 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Ачимчирской ЦРБ 1, в Скворчалской ЦРБ 2, в Гагарской ЦРБ 8. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 087 человек. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12 539 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры, чтобы избежать заражения. Сергею Шамбо исполнилось 70 лет. Секретаря Совета безопасности Абхазии, известного общественно-политического деятеля, поздравил президент Аслан Бжаня. Глава государства отметил заслуги юбиляра в деле создания современного абхазского государства и пожелал ему дальнейших успехов в работе на благо укрепления нашей страны. Репортаж Эсми Джикерба. Сергей Шамбо – государственный и общественный деятель Абхазии, ученый-археолог, доктор исторических наук, один из активных участников национально-освободительного движения абхазского народа, возглавлял Народный форум Айткалара. С 1997 по 2010 годы Сергей Шамбо руководил внешнеполитическим ведомством страны, был премьер-министром, кандидатом в президенты, депутатом парламента. С июля 2020 года Сергей Шамбо – секретарь Совета безопасности республики. Где бы я ни работал, везде было интересно. Передо мной стояли сложные задачи, и я старался их выполнять, говорит Сергей Миронович. Но признается, что самые лучшие годы, когда он возглавлял национально-освободительное движение. Тогда удалось заложить основы будущего независимого государства. В свои 70 Сергей Шамбо выглядит бодрым. Говорит, что никаких усилий для этого не прилагал. Даже наоборот, из-за занятости на работе не было времени вести здоровый образ жизни. Много было таких дел, которые не давали возможности для нормальной жизни, в общем-то. Аслан Бжаня поздравил юбиляра. Глава государства отметил его заслуги в деле строительства независимого абхазского государства. Президент пожелал Сергею Шамбо крепкого здоровья и успеха в работе на благо народа Абхазии. В качестве подарка Аслан Бжаня преподнес юбиляру икону ручной работы с изображением Сергия Радонежского, выполненную абхазскими мастерами. К поздравлениям присоединился спикер парламента Валерий Кварчия. Он отметил роль семьи Шамбо в становлении абхазского государства. Сергей Шамбо и его брат Тарас всегда и везде защищали интересы абхазского народа, сказал спикер и пожелал юбиляру крепкого здоровья и долгих лет жизни. Сергей Шамбо поблагодарил всех за теплые слова, отметив, что будет продолжать служить своему народу. Я как мог служил народу, обществу все свои годы, с молодых лет. Что-то получилось у нас. Я думаю, что самое главное получилось. Мы сделали невероятное. То, что многие народы всю свою историю добиваются и не могут создать независимое государство. Мы это увидели при своей жизни, и этого уже достаточно. Но если сможем еще что-то добавить к этому, а наша цель – создать условия для развития нашего государства. Если это тоже что-то сможем здесь добавить, будем стараться. Сергей Шамбо никогда широко не отмечал свои юбилейные даты, и 70 лет не исключение. Этот день он провел на работе, принимая поздравления от коллег и друзей, с которыми многое прошел в жизни. Эсма Джикерба, Тимур Гугохе, Абхазское телевидение.
15 марта отмечает свой день рождения народный писатель Абхазии Алексей Гогуа. Абхазский прозаик, общественный деятель, кавалер орденов Ахцапша II и I степеней, лауреат государственной премии имени Гулия. Стихи и рассказы Алексей Гогуа писал с детства. Впервые его произведения были напечатаны в 1949 году. Автор более 10 книг прозы, романов, рассказов и повестей, 2 пьес, критических статей и очерков. Переводился на русский и другие языки народов бывшего СССР. Отдельные его рассказы переведены на французский, немецкий, польский, болгарский языки. Перевел на абхазский ряд произведений Толстого, Достоевского, Платонова и других писателей. С днем рождения живого классика абхазской литературы по телефону поздравил президент Абхазии Аслан Бжаня. Глава государства отметил неоценимый вклад Алексея Ночевича в становление и развитие национальной литературы. «Восхищаемся вашим талантом и гордимся вами», — сказал президент. Аслан Бжаня отметил и вклад Алексея Гогуа в национально-освободительное движение абхазского народа. Глава государства пожелал народному писателю крепкого здоровья и новых творческих успехов. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган проинспектировала ряд объектов в Гагарском и в Гудаутском районах, профинансированных в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. В частности, она посетила Гагарскую первую среднюю школу, школу номер 3 города Гудаута и ковид-госпиталь. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Первый объект, который посетила вице-премьер-министр экономики Кристина Озган, 3-я средняя школа в Гудауте имени Фридона Авизба. Она была отремонтирована в 2019 году в рамках российской инвестпрограммы. Но в программе не было предусмотрено приобретение мебели и инвентаря. По поручению Кристины Озган управление капитального строительства полностью оснастило школу. В рамках поручения президента провели соответствующую работу по поставки сюда необходимой новой мебели и инвентаря. Ну, судя по тому, как говорит директор школы, вы довольны. Я так понимаю? Довольны, спасибо. Да. По контракту все обязательства? Да, сумма контракта 8 миллионов 120 тысяч рублей. На сегодняшний день мы приняли работу. Все, что было в контракте, поставлено, установлено. Вопросов нет, у директора тоже вопросов нет. То есть со стороны заказчика мы довольны, все вовремя и в срок. На сумму 8 миллионов 120 тысяч рублей была приобретена мебель для кабинетов, оборудованный актовый зал, спортзал, столовая, гардеробная. Также у детей появилась возможность заниматься в лингофонном кабинете. Все устраивает? Устраивает. Мы очень рады. Мне кажется, что в Гудаутском районе точно такого класса нигде нет. Да. Главное, мы очень результат был, да, но результат будет однозначно. Когда вот такое оборудование, красота вокруг, результат обязательно должен быть. Я думаю, настроение. Да, и настроение, конечно. В школе есть библиотека, оснащены для практических занятий кабинеты биологии и химии. Что по контракту предусматривалось здесь? Оборудование лабораторное и инвентарь для проведения различных опытов, наглядные пособия, плакаты, таблицы и тому подобное. Светлые коридоры и уютные кабинеты, аккуратный двор. Именно так выглядит Гудаутская 3-я школа после ремонта. Сейчас сюда ходит 256 детей. Но в образовательном учреждении может обучаться намного больше школьников. Директор школы Инна Халваш поблагодарила Кристину Озган за поддержку и отметила, что учебный процесс теперь будет проходить намного эффективнее. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вот сколько я с 2007 года я работаю, но вот столько нам привезли сейчас. Я думаю, что хорошие результаты однозначно давать будут. Ждем от вас хороших достижений. Да. Спасибо. Следующий объект, который посетила Кристина Озган в Гудауте, это ковидный госпиталь. Здесь завершаются работы по созданию кислородной станции для обеспечения больницы централизованной системой подачи кислорода. По словам представителя подрядной организации, на сегодняшний момент станция уже установлена, и 3 этажа основного корпуса больницы обеспечены подачей кислорода во всех 132 палатах. Кислород сейчас уже может поступать, он поступает в основной корпус больницы на 3 этажа, в 132
132 точки. А через 2 недели мы запитаем инфекционный корпус. Там тоже находится около 30 точек потребления кислорода. То есть вся больница через 2 недели будет снабжаться? Ну, будет уже все корпуса, да. Также осталось провести работы по благоустройству территории, накрыть станцию навесом и проложить связующую трассу к инфекционному блоку. Мы все знаем, что не только такие емкости. Очень сложно было достать кислородные концентраторы элементарные. Там они намного дешевле, да, и нужны тоже были. Очень трудно, на рынке существовал дефицит. И трудно было достать даже эти небольшие приборы. С этими емкостями пришлось очень сильно помучаться ими. Я знаю, с каким трудом все это достигалось. Ну, время понадобилось, чтобы где-то на рынке это все достать, сдалека привезти и так далее. Я считаю, что, конечно, хорошо, когда мы, если бы знали бы, еще раньше, может, год назад подготовились. Облегчила работу? Конечно, конечно. Сейчас в больнице сколько человек находится? Сейчас 40 человек находится в больнице. Тяжелых много? Тяжелых 7 в реанимации. В кислородной станции всего 3 емкости. Транспортная, основной газификатор. Он преобразует жидкий кислород в медицинский газообразный. И 3-я емкость с компрессором для закачивания кислорода в баллоны. Эта кислородная станция может обеспечить кислородом всю республику. Ее сметная стоимость более 16 миллионов рублей. В этот план мероприятий вошли ряд позиций, в том числе приобретение медикаментов и лекарственных препаратов, приобретение ИВЛ-аппаратов, переносных рентген-аппаратов, оплата медицинских работников, дополнительная оплата, и, соответственно, приобретение необходимого оборудования и установка, монтаж собственной кислородной станции в Гудаутском госпитале. Кристина Озган посетила Гагарскую среднюю школу номер 1. Ее строительство было завершено в 2019 году, но она, так же как и Гудаутская школа, не была полностью укомплектована. По поручению президента осенью прошлого года специалисты приступили к ее оснащению. Были закуплены кондиционеры и шторы с электроприводом для актового зала, оборудованы кабинеты для уроков труда для мальчиков и для девочек. К примеру, на одном из уроков труда школьники смастерили скамью. Докуплено оборудование в столовую. На открытой спортивной площадке установлены баскетбольные щиты и трибуны. Кроме того, приобретен и установлен трансформатор. Однако в период сдачи объекта было замечено, что работа не везде выполнена качественно. Конечно, есть вопросы качества объекта, объект новый, будем пытаться эти вопросы постоянно приходится решать. В общем, строительство школы обошлось в 336 миллионов рублей. Кристина Озган поручила подрядчикам устранить оставшиеся пробелы в кратчайшие сроки. Гугу Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Кассационная коллегия Верховного суда оставила Ахру Авицба под стражей. Такое решение было принято по апелляционной жалобе адвоката Инги Габилая об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Ахра Авицба был задержан 4 марта. В доме, в котором он проживает, сотрудниками СГБ и МВД были изъяты оружие и боеприпасы к нему. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Сухумский городской суд 7 марта избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авицба и 4 его охранников Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Лактионова и Станислава Культы заключение под стражу сроком на 1 месяц. Адвокат Ахры Авицба Инга Габилая заявила, что обжалует решение кассационной коллегии в президиуме Верховного суда. Рытинский национальный парк приобрел спецтехнику для расчистки дорог от снега и камней. Зимой трактор можно использовать как снегоуборочную машину и бульдозер, а летний период он еще и погрузчик. Для этой работы закуплено дополнительное навесное оборудование. Также его можно применять во время ремонтных работ дорог. Техника и комплектующие стоимостью почти в 10 миллионов рублей были приобретены за счет средств Рытинского нацпарка. Доставка техники в Абхазию обошлась еще в 590 тысяч рублей.
Икону святителя Иоанна Златоуста, которую удалось вернуть спустя 26 лет после пропажи, осветили в Каманском храме, сообщил настоятель Каманского монастыря игумен Игнатий Киут. Икона пропала в 1994 году вместе с древней плащаницей, вышитой драгоценным бисером. Как отметил Киут, местонахождение этого артефакта также выяснилось. Он находится в Москве. Сейчас идут переговоры, чтобы его вернуть. У православных христиан 15 марта начался Великий пост, самый продолжительный в году. Он завершится 2 мая. На эту дату в 2021 году выпадает Пасха. Великий пост – это самый строгий и продолжительный из 4 многодневных постов, установленных православной церковью. В Великий пост люди очищают себя молитвой, постом и покаянием, чтобы с чистой душой и телом встретить воскресение Христова. Цель поста – добиться внутренних качественных изменений. Это не просто отказ от пищи, но и от пагубных страстей и греховных мыслей. Хочу вас всех поздравить, дорогие братья и сестры в стране абхазской живущих, с этим величайшим, радостным событием для всего рода человеческого. Это начало Великого Поста. Мы все прекрасно знаем, что смертью смерть поправил, и сущего в гробах живот даровал. Христос истинный Бог наш. Он дал нам те правила, те законы, по которым нам надо жить. Это участвовать в воскресении. Нужно иметь воздержание, нужно иметь желание молиться, желание приходить и брать Священное Писание, знакомиться с тем, как себя вести. Муж, жена, юноши, девушки. Во время Великого Поста надо очень серьезно призадуматься над теми нашими поступками. Как великий грех есть и меньшие, и большие, но какой-то один из этих грехов, который человек имеет, если он сможет это все с помощью Божией победить, остановиться, это великая победа над человеком, который согрешил и осознал, что это опасно для него. Поэтому это очень важно для православного христианина и для всех живущих в нашей стране, это человеколюбие. Вот наш народ древний, абхазский, нас называли христолюбивыми абхазскими. Почему? Потому что именно благочестие и чистота, дающая возможность каждому человеку призадуматься смысл его жизни. Как он живет, правильно, неправильно. И именно почему нам это все предписано. Для того, чтобы мы могли участвовать в этом воскресении. Воскресение Христа. Я вас всех поздравляю, чтобы мы с величайшей радостью встретили Пасху. Мир вам всем. Министерство иностранных дел принимает документы граждан Абхазии, выпускников средних школ для участия в конкурсном отборе на зачисление в дипломатическую академию МИД России. Первый этап конкурсных испытаний будет состоять из собеседования и вступительных экзаменов, которые пройдут 29, 30 и 31 марта. Срок подачи документов с 16 по 26 марта. Записаться на прием и задать интересующие вопросы можно по телефону 226 70 69. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии объявляет набор на вакантную должность водолаза. Приглашаются молодые люди от 20 до 45 лет с опытом работы и соответствующей квалификацией. Обращаться в будние дни с 9 до 18 часов по адресу: город Сухум, набережная Диаскуров, ГИМС МЧС Абхазии. Телефон 921 22 17. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению синоптиков, во вторник, 16 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. К вечеру возможен умеренный дождь, переходящий в ливневый. Температура воздуха ночью 5-10, днем 14-19 градусов тепла. Температура морской воды плюс 9 градусов. На этом информационный выпуск Амшившара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.